Большое количество вопросов возникает у нас при проезде перекрестком, где организовано круговое движение. Мне это изрядно надоело, потому что на ИКТ.ру, автофоруме регулярно, раз, два, а то и три в месяц всплывает постоянно вопросы одни и те же. Как проехать круговое, кто нарушает, кто не нарушает. Хотя на самом деле при проезде кругового перекрестка у нас действует всего лишь 4 пункта правил. Первое. Раздел 8.1 у нас его беспощадно и жестоко нарушает. Въезжает в кольцо, либо вообще не включая указатель поворота, ну процентов 30, процентов 60 включает левый указатель поворота. И только где-то примерно 10% включает правый. Для того, чтобы это было понятно, мы взяли кольцо, вот здесь, к примеру, его разрезали и разогнули, и получили вот такой вот участок дороги. Соответственно, вот движутся наши транспортные средства, вот мы с вами движемся и выезжаем на кольцо. Въезжаем куда? В правую сторону. Соответственно, указатель поворота должен быть включен направо. Про это же говорится в разделе 8.1, что перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. Все. Никаких левых указателей поворота. Далее. Двигаясь по кольцу, мы видим, мы, грубо говоря, движемся по прямому участку дороги. Использовать, двигаясь по кольцу, какие-либо указатели поворота нет необходимости. Но есть один небольшой нюанс. У нас есть другие нарушители, которые любят съезжать с кольца не с крайней правой, как это положено по правилам, в которых мы чуть дальше будем разбираться, а с других полос, либо с левой, либо со средней, сворачивать тоже не в крайнюю правую, а сворачивать в любую полосу. Из-за этого, если мы движемся не по крайней левой полосе, а, к примеру, у нас не получилось выехать в нее и нам надо поехать обратно в сторону города, мы движемся по правой полосе, либо по средней, то лучше в этой ситуации левый указатель поворота нам включить. Почему? Съезжающие вот эти автомобилисты, по крайней мере, будут видеть, что у нас отсутствует намерение съехать с этого круга на ближайшем свороте. Хотя бы так. Далее. Что у нас говорится про кольцо? При желании заехать в кольцо мы руководствуемся разделом 8.5 правил, в котором говорится, что перед поворотом направо, налево, либо разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение. То есть направо, на обычном перекрестке мы поворачиваем с крайней правой. То есть если бы у нас была действительно прямая, то направо бы мы поворачивали строго с крайней правой полосы. Исключение составляет у нас участок дороги, где организовано круговое движение. Это единственное исключение. На него можно въехать абсолютно с любой полосы. Почему? Потому что все движутся в одном направлении. Это единственное исключение. Съезжаем мы с перекрестка согласно пункту 8.6. Что говорится в этом разделе? Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось бы на стороне встречного движения. Однако при повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю. То есть единственное, чем отличается у нас участок дороги, где организовано круговое движение, то есть перекресток с круговым движением, от обычного перекрестка, это то, что въезжать на него можно с любой полосы. Однако, согласно разделу 8.5 и 8.6, съезжаем мы с него всегда строго с крайней правой и строго в крайнюю правую. Но там по возможности. То есть, если здесь стоит неисправный автомобиль, или здесь имеются какие-то посторонние предметы, то тогда мы можем с крайней правой свернуть и в полосу среднюю. Но съезжаем мы с кругового движения всегда строго с крайней правой полосы. И не забываем, что у нас при перестроении внутри самого кольца из полосы в полосу действует пункт 8.4, в котором говорится, что при одновременном перестроении у нас будет, грубо говоря, работать помеха справа. И в этой ситуации зеленый автомобиль при одновременном перестроении должен будет пропустить синий и продолжить дальше движение. Вот такие правила у нас действуют на кольце. То есть, как мы можем проехать данный перекресток?
Занимаем при въезде абсолютно любую полосу, особенно при интенсивном движении. Получается, вот этот у нас едет в крайнюю правую, вот этот уже у нас не может в крайнюю правую, потому что она у нас занята. В правилах 8.6 говорится по возможности ближе к правому краю, значит он может въезжать уже в среднюю. Вот этот может въезжать уже в левую полосу. Но надо отдавать себе отчет. Если мы собрались с Дзержинского уехать в сторону Чеченко, то нам лучше занять крайнюю правую полосу. Если мы собрались ехать в аэропорт, то мы можем ехать по крайней правой, либо по средней полосе. Если мы собрались ехать на авторынок, либо вернуться обратно в город, то тут, конечно, лучше занять либо среднюю полосу, либо крайнюю левую в самом кольце, по ней проехать, потом заблаговременно перестроившись в крайнюю правую, с них свернуть. Со средней, допустим, свернуть, либо с этой полосы свернуть вот сюда. Это будет наиболее безопасно. Тем самым мы обезопасим себя от съездунов не с крайней правой полосы, которые будут метить нам в бок. Вот такие вот у нас основные дела происходят на кольце. Но давайте мы с вами разберемся сейчас. На этом кольце у нас нет знаков 5.15.1, либо 5.15.2, распределяющих движение по полосам, либо разметки 1. Сейчас мы ее покажем даже. Посмотрим. Разметки 1.18, которая дублируется совместно со знаком 5.15.1, либо 5.15.2. Сейчас мы покажем еще и знаки. Вот у нас знак 5.15.1, либо знак 5.15.2. Вот эти знаки распределяют движение по полосам. Соответственно, над круговым движением этих знаков нет. Если бы, например, здесь была нанесена вот такая разметка, тогда можно было бы смело говорить, что въехав сюда, можно уехать только на Чеченко. Либо вот здесь была вот такая разметка, тогда смело можно было говорить, что со средней полосы тоже можно свернуть на Чеченко. Но, увы и ах, этой разметки нету. И знаков этих нету. Значит, придерживаемся разделов 8.5 и 8.6 правил. Соответственно, въезжать на кольцо можно с любой полосы, но по возможности ближе к правой. То есть вечером, когда дорога свободная, когда вот этих автомобилей не будет, мы будем одни, мы можем ехать на кольцо с любой полосы, но будем это делать в крайнюю правую полосу. Потому что у нас нет помех, мы можем сюда спокойно повернуть. Конечно, когда дорога оживленная, как я уже ранее показывал, можно повернуть вот так вот, и это не будет нарушением. Но съезд осуществляется всегда строго этих правил, то есть дальше уже никаких исключений, касающихся кругового движения, нету. В правилах говорится, что согласно 8.5 мы поворачиваем с крайней правой в 8.6 в крайнюю правую. А значит, перед съездом мы обязаны перестроиться в крайнюю правую и съезжать с нее уже только в крайнюю правую полосу. Сейчас мы разберем, как же у нас можно ехать. Специально возьмем разные фломастеры. Вот так можем уехать. Это нам не запрещено. Можем уехать вот сюда. Можем уехать вот сюда. Можем уехать вот сюда. Далее. Сюда. Здесь заблаговременно перестраиваемся в крайнюю правую вот сюда. Здесь заблаговременно перестраиваемся в крайнюю правую и вот сюда. Но здесь, если места у нас хватит, то можно, конечно, выполнить и вот такой маневр, но это будет немножко абсурдно. Конечно, лучше, если нам надо сюда, то занять крайнюю правую полосу. И еще один у нас остается. Сюда мы просто физически не успеваем. Сюда можно попробовать с крайней правой в крайнюю правую. Сюда тоже можно спокойно уйти в крайнюю правую. И здесь тоже мы уходим с крайней правой в крайнюю правую полосу. Вот это у нас будет уже правильный разъезд на круговом движении. Не забываем, что при съезде с кольца мы включаем правую поворотку.
и съезжаю. По самому кольцу двигаясь, поворотку включать не надо. То есть, еще раз, подъезжаем к кольцу, включаем правый указатель поворота. Заехали, правый указатель поворота выключить. Движемся без указателя поворота. Доехали, включили снова указатель поворота правый и выехали с данного перекрестка. Но я еще раз повторюсь, я рекомендую, если мы не движемся вот здесь, а движемся по вот этой или этой полосе по кольцу, включайте указатель поворота все же левый, потому что у нас очень много кто любит съезжать вот так. И по крайней мере, двигаясь рядом с ними, с левым указателем поворота, вы им показываете, что вы не намереваетесь поворачивать сюда. И по крайней мере, они будут предупреждены, что съезжать надо вас, согласно 8.4, сперва пропустив. Вот такой у нас мини-урок движения по кольцу. Все понятно я объяснил? Как вы думаете? Понятно? Доступно? Хорошо, у меня есть два немых зрителя. Один снимает на камеру зритель, второй просто зритель. Вот. Следующие видео наши будут достаточно тоже красочные. Во-первых, следующее видео будет о ловушках в городе Якутске, о ситуациях ловушках в городе Якутске, в которые можно попасть неприятности. Следующее видео также будет о том, как правильно выбрать автошколу, на что следует обратить внимание. Раскроем много очень секретов, благодаря которым, надеюсь, вы потом не будете плеваться и говорить, почему у меня до сих пор нет вождения. И когда же оно начнется? Ну вот, авария, ДТП, опрокинулся автомобиль. И еще одно из видео будет посвящено тому, как правильно поворачивать на перекрестках направо или налево. Надо ли уступать дорогу пешеходам, или их все-таки надо пропускать и останавливаться. И что касается главной дороги. Сейчас идет бурное обсуждение, но это такое послесловие. У нас хотят сделать, чтобы главная дорога всегда была круговое. То есть, чтобы, въезжая в кольцо, мы знали, что оно всегда главное. Но об этом говорили в 2010 году, но тогда решили сделать что? Тогда решили отдать это дело все на органы местного самоуправления. И в правилах у нас в 13 разделе получилось, что в случае, если перед круговым движением стоят вот такие знаки, то тогда круг у нас главный. Если их нету, то тогда получится у нас круг будет равнозначным. Сейчас же хотят сделать что? Сейчас хотят, еще раз повторюсь, сделать, чтобы кольцо всегда было главным. Но на это мы еще посмотрим, сделают и посмотрим, насколько это хватит. Потому что уже очень много примеров, когда вводили какие-то правила и снова их отменяли. И пример тому пункт правила 14.1, который в 2010 году поменяли доблестно и очень быстренько в 2015 его вернули снова на место, внеся лишь небольшие изменения. Но на сегодня все. Немножко скомканно и сумбурно. Вроде бы готовился, но, видимо, волнуюсь, черт возьми. Первый раз так сам выступать на камеру. Надеюсь, в следующий раз будет уже все более профессионально, красиво. Всем удачи, ждем следующего видео. Всем пока.